Geçmiş yaşıyoruz. Вань Бямона Клычкоды. Вы все меня слышите? Мойка, Юханы. Умоешь. Geçmiş, умоешь, черткемеш. Таулыктем дылы. Спасибо, что пришли. Ожьен тунне витетый урок мы. Сегодня у нас 5-й урок. Внимательно, посмотрите витеты, потому что это будет сегодня обсуждаться. Таубаджим Гурте Ужьёспипонна, спасибо большое за домашнее задание и за free donation. Таубаджим. По домашнему заданию, кто мне отправил видео, я вам лично всем отвечу, потому что никаких таких общих ошибок или каких-то грубых ошибок не было. Все так индивидуально, совсем какие-то шероховатости, а так все было тужумой. То есть прям очень было хорошо. Таубаджим. Надеюсь, что с остальной домашкой особых проблем не было. И одно задание я описала, что мы его проверим вместе. Вот, так что давайте проверим вместе. Это было на повторение, надо было выбрать правильный вариант. Вот. Итак, здесь уже я подчеркнула правильные варианты. Я надеюсь, что большинство у вас совпадает. Вот, давайте посмотрим, почему такой был выбор сделан. Итак, мон мынычко школае. Я иду в школу. Да, мынычко, глагол мыныны, самый базовый глагол движения в удмуртском языке. Идти, ходить, меннеа, да, в финском языке. Смотрите, здесь вы могли сделать вариант школалыш, но этот вариант менее удачный. Почему? Потому что мынычко обычно имеет цель куда. Да, если школалыш, монманычко школаиш прямо просится следующая цель. То есть откуда, если вы выбрали, то должно быть и куда. Да, то есть вот этот такой есть нюанс. То есть манычко лучше с целью, с финальной целью, куда вы идете. В магазин там, да, или куда. Вот здесь в школу. Соберте ужищ. Бертыны глагол. Возвращаться, он, как правило, используется для обозначения возвращения домой, возвращаться. Поэтому здесь либо, если это не совсем трудоголик, если это трудоголик, то, конечно, уже, да, было бы. Но более очевидный здесь вариант ужищ. Он возвращается с работы. Теоретически, конечно, можно и уже. То есть здесь тоже в зависимости от контекста мы могли бы использовать и куда. Но приоритетнее вариант ужищ. Откуда? Ми ужачко мы заводы. Здесь однозначно только суффикс «ын». Мы работаем где? Это статика. Работаем на заводе. Ты улычкоды татын. Тоже вы живете здесь. Статика однозначно единственный вариант татын. Сос уло и шкарын. Они живут в Ижевске. Тоже статика, поэтому единственный вариант. Мон ветвичко киное. Ветлыны глагол, регулярное хождение, движение, посещение, то есть подчеркивается движение куда, поэтому здесь у нас единственный вариант киное. Тон ужашкот банкын. Ужаны статика, ты работаешь в банке. Яш пуке висьетын. Висьет комната. Сидит, пукыны глагол, тоже статика, поэтому только локальный падеж, суффикс «ын». Анае мне вузашконне. Да, вузашконни, много вариантов есть для слова магазин. Вузашконни – место, где продают. Вузкаронни есть еще, кебит, лавка. То есть тут вариантов много для слова магазин. Суть в том, что мама идет, да, то есть у нее какая-то есть цель. Поэтому здесь у нас будет этот падеж входный куда. Ни пумичкишко мы вокзалын. Мы встречаемся где? Опять статика, пумичкны глагол встречаться, вокзалын на вокзале. Тут не подчеркнула. Ты лыктишкоды. Вот здесь как раз, да, такое противоположное глаголу мыныны. Пумичконыш, со встречи. Но здесь также может быть и ты лыктишкоды пумишконе. В чем будет разница? Вот смотрите, если ты лыктишкоды пумишконыш, вы идете со встречи.
Это будет означать, что вот я, например, дома сижу, и родители идут со встречи. То есть это выкатанный глагол обозначает приближение в сторону говорящего. Если мы используем пумишконе, куда вы придете на встречу, да, это означает либо я там буду, либо я уже там. Я спрашиваю, а вы придете на встречу, да, например, абсолютно то же самое в венгерском языке, глагол «йönni, menni», да, приходить и идти, разница в этом. Катя, но Таня ветло кружоке. Ходят куда? На кружок. Поэтому здесь тоже единственный вариант – кружоке. Но ее с ручка башто киоскыш. Девочки ручку покупают. Баштыны – это брать, покупать. Глагол девочки покупают. Ручка не конкретная, поэтому здесь без суффиксальный аккузатив. Киоскыш, да, это вот я тоже говорила об этом, что покупаем откуда, не где, а откуда. В удмуртском языке покупаем откуда, читаем откуда и так далее. То есть у нас будет падеж исходный в этих случаях, когда мы что-то откуда-то получаем, покупаем, читаем и так далее. Умой. В реальности глагол будет после дополнения. Да, здесь вот порядок слов не идеальный для удмуртского языка, то есть идеальный порядок слов, когда глагол стоит в конце, то есть мон, школаем, мешком. Так и звучит лучше, так и более правильная удмуртская конструкция, но под влиянием русского языка, к сожалению, эта структура нарушается и зачастую уже используется такая вот нарушенная структура. Но если вы посмотрите тексты более ранние, и, скажем, такого более старшего поколения текста, то вы, вот, ну, у них на интуитивном уровне вот глагол идет в конец, то есть они об этом не задумываются даже. Умой. Таобаджим, надеюсь, что вы с этим справились. Идем дальше. Сегодня мы с вами немножко повторим числительные и возьмем одну из самых больших тем, самых интересных, волнительных в финно-угорских языках и в удмуртском языке в том числе, это притяжательные конструкции. Но прежде чем мы перейдем к ним, мы с вами повторим числительные и посмотрим, как образуются порядковые числительные. На прошлом занятии мы с вами смотрели количественные числительные, то есть вопрос был «сколько?». Здесь у нас вопрос «коняеты», который по счету, да, это, соответственно, порядковое для указания порядка. Какое число, какой ряд, да, какой день, который день, например. Да, вот все это используется порядковые числительные. В удмуртском языке эти порядковые числительные образуются очень легко. И я ваше внимание обратила на пятый урок, наш пятый урок, да, витетый урок мы. Вы видели обозначение «ты» в конце после числительного. Вот, это как раз показатель порядкового числительного в удмуртском языке. Это суффиксы «эти» и «ети». И тут у вас должна сразу же зажечься искорка в голове, что «эти» используется после твердых «д», «зл», «н», «ст» и после основы на «ю», «у». Все то же самое, что у нас было с личными суффиксами, да, когда мы спрягали глаголы по лицам. Вот. «Ети» после всех остальных согласных, гласных, по-моему, уже нет, кроме вот одного числительного «сто», «щу», больше остальных нет, оканчивающихся на гласную. Вот, смотрите, значит, что мы делаем. Мы смотрим, да, какая у нас конечная согласная. Оди, кы, нель и так далее. Вот кык, да, соответственно, это не твердое ДЗЛНСТ, это не основа на ю, у, поэтому тут будет е вариант. Единственный нюанс, да, который надо запомнить, что слово первый будет нырыщеты или нырыщети. Ударение будет отличаться в диалектах. Северяне будут говорить на предпоследний слог нырыщеты, а южане будут и литературный вариант нырыщети на последний слог. Нырыщеты первый образован от слова ныр, нос. Да? Первым что у нас везде суется? Нос. Поэтому нырыщеты это первый.
Но в словах 21 там уже везде будет одик. То есть один раз всего лишь используется это слово «наращеты», значение первый, без каких-либо других чисел, цифр, то есть только в одном значении. Итак, смотрите, значит, наращеты, кукеты, или здесь вы увидите также форму куктети, да, и тут вот те, кто знает финский и венгерский, кэт по-венгерски, вот эта «т», она правильно-угорская, она просыпается, скажем так, вот периодически, но опять-таки чаще всего вы уже увидите только форму кукети. То же самое с куинеты и куинмети. Куинмети тоже вот это «м», это тоже правильно-угорская «м», как вот тоже колме в финском или харом в венгерском, да, вот везде есть это «м». В удмуртском она в единственном случае в порядковых числительных просыпалась, но опять-таки уже чаще всего вы увидите вот эту форму куинети. Нилети, четвертый, витети, пятый, кватети, шестой, чижимети, седьмой, тямысети, укмысети, дасети, и видите, дас одигети, кыжети, куамынети, нильдонети, шуэти и шурсети. Да? То есть вообще ничего нет сложного. Мы берем основу и к ней добавляем либо ети, либо эти, после твердых ДЗЛНСТ и после после ю и у основ. На самом-то деле это на письме важно, а при разговоре вы, возможно, что даже и не услышите, там пишется или е. Смотрите, как бы, где мы это употребляем, да? Тунне кыжукмысети оштовеш. Сегодня 29 апреля. Чукаже куамынети оштовеш лоз. Завтра будет 30 апреля. Чукаже бере послезавтра или чукаже улыса, оба варианта используются. Да, это ошибка в 8-м, тямысет, извините, это описка. Чукаже бере или чукаже улыса, да, улыса это деепричастие проживя, то есть проживя завтра, то есть это действительно будет послезавтра. Чукаже бере наращети квартовый жвоз. Послезавтра будет 1 мая. И толон кыш тямысети оштовый жвал. Вчера было 28 апреля. Угу. Видите, здесь у нас добавляется порядковое числительное и все, и больше ничего. То есть числа как 34 будет 30-4 или 30-4. Будет куамын нилети, то есть суффикс ети добавляется только к последнему слову, как вот в 11 дас одигети, например, 44 будет нильдон нилети, куамын 34 будет куамын нилети. Угу. Итак, вот я вам оставляю это в качестве подсказки. Сейчас я вам прочитаю числительные, и ваша задача будет записать их в виде цифр, потом мы все вместе проверим. Угу. Итак, шижимдон куатети, шижимдон куатети. Шижимдон куатети. То есть было шижимдон куать, и получилось порядковое шижимдон куатети. Куамын кыкети. Не пишем, каждый сейчас делает индивидуально, потом мы вместе проверим, чтобы не было подсказок для тех, кто отстает или... Итак, второе, да, числительное. Куамын кыкети. Куамын кыкети. Куамын кыкети. Угу. Куамын кыкети. Вичтон витети. Вичтон витети. Третье. Вичтон витети. Не пишем, пишем себе.
остальным не показываем. Витон, витеты. Четвертое. Queen, щу, не лети. Queen, щу, не лети. Queen, щу, не лети. Угу. Queen, щу, не лети. Пятое числительное. Укмыстон, одигети. Укмыстон, одигети. Укмыстон, одигети. Угу. И последнее. Кыкщурс, кыжети. Кыкщурс, кыжети. Например, сейчас вот я могу сказать ар слово, да, для обозначения года. Кыкщурс, кыжети, ар. Такой-то год. Кыкщурс, кыжети, ар. Угу. Ойдове эскером. Так, давайте все вместе проверим, как вы справились. Итак, ой, тут я ошибку допустила, извините. Шижемдон куатети, да, куать мягкое, вот здесь должно быть е, тут у меня неправильно. Шижемдон куатети, куамын кыкети, 32, витьтон витети, 55, куинщу нилети, 304, укмыстон одигети, 91 и кыкщурс кыжети, 2020 год. Да, вот ар – это год. Надеюсь, что справились. Надеюсь, что подсказка была, поэтому все было легко. Тоже мой. Манычко Майжлань. И вот, как я обещала, идет следующая часть, такой лакомый кусочек удмуртской лингвистики, удмуртского языка, лично-притяжательные суффиксы и конструкции. Как обозначить, как показать чью-то принадлежность кому-то, как обозначить обладателя и обладаемый предмет, которым кто-то владеет. Смотрите, да, в русском языке мы используем притяжательные местоимения. Чтобы сказать, что дом принадлежит мне, мы используем отдельное слово «мой». Мой дом. Да? Дом при этом не меняется. Мой отдельное слово указывает на принадлежность ко мне. В удмуртском языке есть, скажем, два пункта, два элемента для обозначения принадлежности. Первое – это тоже притяжательное местоимение «мынам», «мой». Да? От слова «мон», «мынам», «мой» получается притяжательное местоимение. И слово «корка» – это дом, к нему добавляется суффикс «е». «Е» указывает, что это «мой». То есть фактически, если переложить на русский, то получается «мой дом мой», то есть два раза. Поэтому вот это «мынам», оно факультативное в удмуртском языке. Главное вот этот суффикс, который идет к существительному. То есть вот эта одна буква, или две их может быть, она скрывает в себе владельца, обладателя. И она очень важна. Вот это слово «мынам», притяжательное местоимение, вот в отличие от русского, оно факультативно. Если вы не скажете «мынам», то вот это «е», она все равно будет показывать обладателя. И «мынам» используется для подчеркивания, вот когда в ситуации, там, чей это дом, это мой дом, да, если надо особо подчеркнуть принадлежность. Нельзя сказать «мынам корка». Тут вот я вижу, что Сергей начинает писать, и специально для Сергея, и для тех, кто знает коми-язык, в коми-языке уже вот этот суффикс утрачен. По образу и подобию русского языка там используется уже используется только притяжательное местоимение, насколько я знаю. Вот. В удмуртском же языке важнее суффикс. И будем надеяться, что так будет еще очень долго. Итак, значит, у нас самое главное вот этот суффикс. Он нам показывает все. И сейчас мы с вами посмотрим,
какие бывают эти суффиксы, потому что они бывают разные, у каждого лица и числа они разные, у каждого обладателя они индивидуальны. Итак, давайте посмотрим. Значит, смотрите, возьмем 3 слова. Щурес – дорога, пи – мальчик или сын, и пиос – мальчик и сыновья. Пиос – это множественное число, суффикс ос. Давайте посмотрим. Тут вот первое, да, уже для тех, кто давно с удмуртским языком, по крайней мере, 5 уроков, уже сразу так, щурес, конечное «с», твердое «дзлнст», уже сразу должна включаться лампочка в голове. Итак, смотрите, мы, нам, мой, щуресе, пие, пиосы. 3 возможных варианта для первого лица. Е и ы. Мы потом еще отдельно поговорим, когда что пишется, да, сейчас просто посмотрите картинку общую. То есть после твердой дзлнст у нас да, вот уже это как правило у вас должно быть. И после гласных е, и множественное число, оно будет немножко особняком стоять, тут будет вариант ы. Тынат, твой, щуресет, пиет, пиосит. Твоя дорога, твой сын, твои сыновья. Видите, здесь буква «д» везде. То есть фактически совпадает с формой «мой», просто добавляется «д». И опять-таки вы вспоминаете, что «д» в форме «тон» и «ти» – это будут повторяющиеся согласные. То есть она будет преследовать просто вот эти все суффиксы и личные, глагольные, и притяжательные. Дальше. «Солен щуресес». Пиес, пиосис, эс, ес, из, зе. Зе тоже, это будет буква такая, которая будет преследовать третье лицо. Будет очень часто встречаться и в глагольных окончаниях, и в лично-притяжательных суффиксах. Милям, наш, щуресмы, пимы, пиосмы. Наша дорога, наш сын и наши сыновья. Здесь уже все легко, независимо от того, что у нас на конце, мы везде ставим форму «мы». Легкая форма, и вы опять вспоминаете, что в глаголах-то вообще-то форма «мы». Мы идем, мы мечко, мы. Да, то есть вот это «мы» и в глаголах в форме «ми», и в личном притяжательных суффиксах для «милям». Угу. Тилят, щуресты, ваша дорога, тилят пиды, ваш сын, и тилят пиосты, ваши сыновья. Здесь что у нас? Мы тоже здесь видим т-д, да, вот эту игру. Здесь глухая требует форму ты, звонкая форму ды. И опять ды, вспоминайте глаголы. Вы идете, мы мечко ды. То есть у нас получается, что суффиксы притяжательные, они совпадают с суффиксами глагольными. Сослен щуресы, их дорога, сослен пизы, их сын, и сослен пиосы, их сыновья. Здесь у нас опять есть звонкий вариант «зы» и есть глухой вариант «сы». Да, здесь уже вот этот «зы» суффикс, он тоже будет преследовать третье лицо множественного числа, но в формах прошедшего времени и будущего времени глагола. Итак, значит, посмотрим, что у нас в итоге получается, какие варианты суффиксов есть. Итак, для формы «мы», «нам», «мой», что я опять букву пропустила, да? Сослен, да, конечно, сослен, извините, у меня что-то сегодня, видимо, дисграфия какая-то. Значит, смотрите, и здесь тоже сослен должно быть, сос. Это форма множественного числа, лен – показатель здесь этого падежа. Итак, форма «мы», «нам», «мой». У нас есть варианты «э», «е», «ы». Тынат формы «эд», «ед», «ид». Солен, «эс», «ес», «из». Для множественного числа «милям» единственная форма «мы», форма «тилят», «тыды» и сослен, «сызы». Итак, смотрите, множественное число у нас одинаково для всех групп слов, за исключением вот «тилят» и «сослен», здесь оглушение просто происходит. Да, но в целом мы не будем смотреть это глагол на гласную или согласную заканчиваться, здесь будем просто держать в голове глухую или звонкую.
Что у нас в единственном числе? Е, да, выбор Е опять обоснован тем, что твердая ДЗЛНСТ на конце, как в слове «щурес», она требует вариант с эд, эз. Также, если это слово, которое заканчивается на у или ю, будет вариант Так, сейчас давайте посмотрим вот это. Да, вот смотрите, вариант да, после твердых ДЗЛНСТ, как в слове «пуконе», «мой стул». В словах, которые заканчиваются на основу «ую», там будет тоже «щуэ-квашме». Это устойчивое выражение, сохнет горло буквально, ну или что-то другое. «Щу» уже потерявшее значение слова, только вот в этой конструкции используется, скорее всего, что-то типа кишки или горла, глотки, что-то такое. Вот, то есть вот два случая, когда употребляется эд, эз, да, после твердых ДЗЛНСТ и после основ на ую. В остальных случаях у нас будет е, после остальных согласных и после гласных. Например, пуные, моя собака, кочушез, его кошка. Дальше, вот вариант и, он более интересный. Значит, во-первых, мы видели множественное число. Если мы видим, что слово заканчивается на ос, йос, и это суффикс множественного числа, да, то тогда мы варианты и, ид, из добавляем в единственном числе. И есть еще очень интересная категория слов в удмуртском языке, так называемая категория неотчуждаемая. Это те слова, без которых человек перестает быть самим собой. Ну, если таких грубо, да, описывая. Например, это часть тела, потому что если отрубить руку человеку, то он уже перестанет быть самим собой. Поэтому у нас здесь варианты на «и» будут в таких словах, как «мы нам кии», «мы нам» факультативно, да, «кии» – «моя рука», «щет щинмыт» – «твои черные глаза». Угу. Здесь тоже, видите, «щин» – это глаз, здесь просыпается «м», финно-угорская тоже основа, «силме» по-фински, «сэм» по-венгерски, «щинмыт», «ид» вариант используем, потому что человек без глаза уже не тот. Вот. И помните, об этом я уже говорила, что парные части тела в удмуртском языке воспринимаются как нечто цельное. Если у человека один глаз, то удмурт скажет полглаза. Об этом мы еще потом упомянем. Дальше. Некоторые термины родства. Тут вообще нет логики никакой. Например, младший брат будет неотчуждаемый. То есть и дочка будет неотчуждаемой. Но старший брат и сын будет отчуждаемым. Видимо, семья без сына и старшего брата все равно остается той же, а вот без младшего брата вын и ныл, дочки, вот уже меняться. И вот эта категория, она такая ускользающая, потому что язык стремится к упрощению. И сейчас очень часто можно встретить, и в том числе от журналистов, особенно молодых, которые говорят «кие», моя рука, то есть используют вариант вот этот «эе», не «ы». Дальше к этой же категории, то есть есть родственники, да, их буквально 2-3 человека. Младшая сестра, например, Сузер, она была с вариантом на «ы», но она сейчас стабильно уже с вариант с «э». То есть она уже перескочила в стан противоположный противника, и уже возврата нет обратного. Физическое и какое-то психологическое состояние, например, тут будет настроение, анайлен мылкыдыз, настроение матери, или мылкыды умой, у меня хорошее настроение, от слова мылкыд. Дальше тоже вот слова, выражающие отношение времени, их тоже буквально 3 слова, их просто надо запомнить. Вордскем нуналы, мой день рождения. Древел, у меня нет времени. Да, вот здесь тоже вордскем нуналы,
тоже уже такое спорное, то есть вот это нунал очень часто уже опять-таки используется с вариантом «е». Дальше есть еще такие слова, но их тоже проще запомнить, и они будут довольно редко, мне кажется, встречаться на начальном этапе. Это вот какие-то относительные пространственные концепции, их лучше запомнить, да, что вершина, середина, например, Гурежвен Елыс, вершина горы, или Щуресвен Шорыс, середина дороги. Шор, середина, Ел, вершина. Итак, смотрите, значит, у нас в единственном числе варианты е, и в форме тынат, эд, ед, ид и солен, эз, ез, из. Вот этот вариант и, он используется после множественного числа и после особых слов категории. Значит, здесь будут части тела, не все части тела, мы отдельно сейчас посмотрим, что это. Проще запомнить, мне кажется, то есть какие-то временные обозначения, дыр, ар, нунал, буквально два родственника и указание на внутренние какие-то внутреннее или физическое состояние человека. Значит, в единственном числе у нас вот есть вариации, во множественном числе вариаций нет, мы, ды, зы. Единственное, что надо смотреть, глухая или звонкая у нас на конце, чтобы выбрать вариант ты, ды или сы, зы. Ну что, давайте посмотрим. Посмотрим, что у нас. Итак, вот части тела человека. Смотрите, красным выделены те слова, без которых человек, ну, то есть это слова, которые относятся к неотчуждаемой категории. Вот смотрите, да, мыек, усы, тушь, борода, ерши, волосы. Если сбрить бороду, волосы и усы, то у нас человек останется самим собой, ну, по представлениям удмуртов. Да? Но если что-то случится с лбом, с ухом, с плечом и так далее, то уже не миновать изменений. Вот смотрите, здесь, да, прокомментирую, кымыс, лоб, и будет не на лбу, а во лбу, например, там, шишка на лбу, у удмуртов будет шишка в лоб села. Вот, пель, это, наверное, все знают это слово, потому что пельмень, пельнянь, хлебное ушко, вот как раз это пермское слово пель, или даже финно-угорское слово пель, потому что в финском и в венгерском тоже из этого корня слова образованы. Плечо, пель, пум. Здесь нетрудно заметить, что кончик уха, пум – это кончик, конец уха – это плечо. Все логично. Пинь – это зубы, используется в единственном числе, скажем так, в идеальном удмуртском языке используется в единственном числе, воспринимаются все зубы как что-то цельное. Бам, щека. Также, кто был внимателен, обратили внимание, что еще и страница. То есть я подписываю страницы, и там бам как раз. Это и страница, и щеки, и склон горы. Это все бам. Йр – голова, кэт – живот. То есть вот эти слова, они все будут с вариацией на ид, из использоваться. Кэт, живот, это такое одно из самых ключевых слов, которое используется для обозначения эмоций и состояний душевных удмуртов, то есть очень много происходит в животе. Мы боимся, живот боится, там не я хочу есть, а живот хочет есть, потом если я горюю, то не я горюю, а живот мой горчит, горюет. Ну, если вы обратите внимание на свой спектр чувств, то, может быть, почувствуете, что действительно очень многие эмоции присутствуют именно в животе. Гать. Смотрите, для слова гать есть два слова маля и гать. Гать – это более северный вариант, потому что это, скорее всего, калька с русского языка. И, как ни странно, гать будет использоваться с неотчуждаемым из, а мля будет с отчуждаемым. Не знаю, почему так, хотя мля вроде бы по образованию финно-угорское слово, в венгерском мель, да, в финском не знаю как. Ки – рука, пыдес – колено, кук и пыт. И оба слова нога,
скорее подчеркивает длину, то есть вот эта длинная часть ноги. Например, если про коротконогого человека скажут «кукыз вакчи», у него ноги короткие. Пыт, если сломал ногу, если устали ноги, да, если, вот это, или пойдем пешком, это все будет пыт. И опять-таки, да, повторюсь, что парные части тела воспринимаются как нечто единое, цельное. Если у нас полноги, полглаза, то это пал, половина, полей или фил по-венгерски. Дальше глаз, щин, М просыпается, да, то есть мой глаз щинмы, твой глаз щинмыт, его глаз щинмыз. Ныр, нос, помним слово нырыщеты первый. Это рот, черты это шея, это именно внешняя часть, то есть не внутренняя, не глотка. Ныр, лицо, как видите, образовано от слов рот и нос. Мугор, тело, и вир, опять-таки такое типичное финно-угорское слово, которое практически одинаково звучит во всех финно-угорских языках, кровь. Ну что, давайте попробуем самостоятельно. Смотрите, даю вам слова, их надо будет самостоятельно к ним присоединить суффиксы. Каждый делает самостоятельно, потом мы вместе проверим. Смотрите, ныл-йос, девочки, да, обратите внимание, суффикс йос, множественное число, пуны, собака, единственное число, оканчивается на гласную. Слово ним, имя, имя считается неотчуждаемым. И слово кырджан оканчивается на твердую «н». То есть у нас здесь есть множественное число, есть неотчуждаемое слово «ним», есть слово, заканчивающееся на гласную, есть на твердую согласную. Работаем. Даю вам 2 минутки, сделайте вот все 4 слова по всем лицам. Давайте посмотрим, что у вас получилось. Итак, у нас было 4 слова. Учкишком, смотрим. Значит, слово ныл-йос, множественное число, значит, будет по подобию пиос изменяться. Мы нам ныл-йосы, мои дочки, мои девочки. Ты над ныл-йосыд, твои дочки. Солен ныл-йосыз, его дочки или ее дочки. Милям ныл-йосмы, наши дочки. Тиляд ныл-йосты, ваши дочки, и сослен ныл-йосы, их дочки. Да, здесь у нас, соответственно, обращаем внимание на оглушение, что глухая «с» будет также «ты» и «сы» вариант. Здесь у нас вариант «ид», «ид», потому что это множественное число. Дальше слово «пуны» – собака будет как «пи» слово меняться, присоединять суффиксы как слово «пи». Пуны у нас оканчивается на гласную, не является словом неотчуждаемой категории, поэтому смотрим. Мы нам пуные, моя собака. Ты над пунеет, твоя собака. Солен пунеез, его собака. Милям пунымы, наша собака. Тилят пунеды, ваша собака. И сослен пунезы, их собака. Угу. Ним. Слово, получается, у нас ним неотчуждаемой категории, и оно будет присоединять в единственном числе ид, из. Смотрим. Нимы, да, нимыд, нимыз. А дальше у нас же «м» звонкая, поэтому нам вот эта версия не подойдет. Мы возьмем версию звонкую. Нимы, двойная «м» будет. Нимды и нимзы. Угу. И последнее слово кырджан. Н конечная, Д зеленая, Т твердая, поэтому смотрим слово щурес, дорога, и смотрим, как будет кырджан песня меняться. Мы нам кырджане, моя песня. Да, у нас будет, потому что твердая Н на конце. Ты над кырджанет, твоя песня. Солен кырджанез, его или ее песня. Милям кырджан мы, наша песня. Тилят кырджан ды. Да, тут у нас опять звонкий вариант, потому что здесь была «с» глухая, а у нас «н» звонкая.
поэтому берем звонкий вариант «ды», «кырджанды» и «сослен» «кырджанзы». То есть какой алгоритм? Мы видим слово, определяем, какое оно, это слово. Слово множественное число, неотчуждаемая категория. Это вот варианты «ы», «ид», «из». Если на гласную, то «е», «ед», «ес». Если согласная и к тому же она твердая «ДЗЛНСТ», то у нас будет «э», «эд», «эс». Если это другие гласные, например, «ше», да, «кочиш», «кочише», «кочишет», «кочишес», будет «е», «ед», «ес» вариант. То есть только твердые ДЗЛНСТ присоединяют «э», «эд», «эс», а также основы слов, которые заканчиваются на «ю» и «у». Надеюсь, что у вас это получилось и это отложилось. Угу. То есть во множественном числе у нас легкий вариант «мы», «ды», «зы». Единственное, что тут надо обращать внимание на оглушение. Угу. Итак, манишком ажвань. Давайте продолжим работать с... Итак, смотрите, у нас перед нами Дали, Сальвадор Дали. Тут еще был вопрос, пока мы недалеко ушли. Почему говорят «анай гажаной шьёс, но пье сузере»? Действительно обращается «анай», мама. Я не слышала, чтобы обращались к маме «анае» или «мемие», «нение», то есть чтобы использовали лично-притяжательный суффикс. Гажаной шьёс тут могут употреблять, гажаной шьёсы могут сказать с лично-притяжательным суффиксом, уважаемые друзья, товарищи, да. Слово «эш», я, по-моему, кому-то писала, объясняла, что слово «эш», оно было скорее вот в советское время использовалось для слова «товарищ», сейчас оно уже повсеместно используется как «друг», потому что в свое время удмурты жили небольшой общиной, друг друга все знали и обращались, как правило, друг к другу на «ты». Почему «пие сузере»? Пие, ну да, родители обычно обращаются «нылы пие», «мой сын», «моя дочь». Сузере, сузере я не слышала, чтобы обращались, то есть обычно говорят «апай», тоже не используя лично-притяжательный суффикс, когда обращаются к этому человеку. То есть самым естественным только обращение родителей, вот мне кажется, «пие», «пие», «нылы», вот так действительно только так говорят. Может быть, еще потому, что «пи» – это мальчик, «ныл» – это девочка, и чтобы родители обращались, и было понятно, что это мой сын, они обращаются, не «эй, мальчишка», ну, в таком ключе. Вот, не знаю, но интересный вопрос, Тауба, Джим. Итак, смотрим. Смотрите, в удмуртском языке, да, чтобы спросить, что у него есть, «маис солен вань», «из зе», вот это показывает, что это его. Удмурт мы хозяйственный, у нас даже ничего будет пристроено, но мы из, но, да, то есть даже ничто будет с лично-притяжательным суффиксом. Если у него ничего нет или у меня ничего нет, будет с лично-притяжательным суффиксом использоваться. Итак, смотрите, «маис солен вань», что у него есть? Соответственно, ответ «солен вань». И дальше части тела или какие-то предметы, которые есть у Дали на картинке. И «маис соленавел», чего у него нет. Соленавел и, соответственно, чего у него нет. Итак, посмотрим, что это за слова. Мыекусы, баджим ныр, да, баджим большой, это у нас выражение баджим тау, большое спасибо. Котрес щин, круглые глаза. Баджим пель, большое ухо. Слово пель все помните, да, из пельнянь. Вакчи щедьерщик, короткие черные волосы. Волосы в удмуртском языке тоже единственное число. Боды, трость, палка. Кочиш, кошка, галстук, ну, понятно, галстук. Кисыри, одна морщина, кисыриоз, морщины. Маис соленавел, чего у него нет. Пуны, собака, тушь, борода, пель, угы, сережка. Угы – это сережки, например, у деревьев тоже. Соответственно, пель – это ухо, ушная сережка. Сить, пужгос, веснушки, интересно образованное слово. Пужи – это узор, а сить, простите за выражение, но это говно.
Вот, очки – это очки, но они тоже воспринимаются как единственное число. Значит, ваша задача сейчас написать, добавить нужный суффикс. Тут напоминаю, да, что у нас суффикс для третьего лица, тут везде будет третье лицо, потому что мы говорим о нем, о Сальвадоре Дали. Вот, и, соответственно, будет вариант либо yes, либо as, либо is. Да? Is, вспоминайте, это ряд слов, частей тела, без которых человек перестает быть самим собой. Дальше as – это у нас оборотное после твердых des, on, st. И также is после множественного числа. Вот. Ну что, работаем. Давайте пишите, даю вам 1,5 минутки. Да, каждый делает самостоятельно, потом вместе проверяем 1,5 минутки. Тот, кто знает, да, обычно же все пытаются веснушки вывести, поэтому они ассоциируются с чем-то неприятным. Угу. Так, дыр-ды-эвел, у вас нет времени, да, больше. Учкишком, смотрим вместе, эскеришком. Солен вань, мыекез, да, усы. Усы, если сбреет он, ну, он, конечно, с натяжкой останется Дали, не совсем вот тот же самый Дали, но вот так у удмуртов считается. Баджим нырыс, без носа точно уже не Дали. Котрес шинмыз, баджим пелюс, бакчи щедьершиес, да, тоже волосы состригли. Итак, значит, здесь у нас вот мыекез, да, без усов все остается прежним. Ершиес тоже есть вариант. Бодиес, кочешес, галстукес тоже есть вариант. И кисыриоз, потому что это множественное число, мы используем вариант из. Маис Сальвадор Дали Ленавел. Чего у него нет? Соленавел, да, то есть тоже у нас этого нет, у него этого нет, но мы все равно ставим лично притяжательный суффикс. Соленавел пуны ес, потому что на гласную пуны заканчивалась. Тушес не входит в категорию неотчуждаемый, потому что без бороды тоже все в порядке. Пелюг ес, тоже без сережек, человек остается самим собой. Стикпужосыз, да, множественное число было. И очкиез. Очки мы не ставим во множественное число, потому что это парный предмет, и он в единственном числе. Точно так же будет лыжи, тоже в единственном числе будет использоваться. Умой, Валамона, понятно вот это? То есть надо запомнить множественное число и категория неотчуждаемые, то есть слова неотчуждаемой категории, которые будут присоединять ид, ис. Итак, давайте пойдем дальше. Как у нас строится притяжательная конструкция? Да? Как показать обладателя и предмет, которым обладают, владеют? Значит, у нас всегда в этой конструкции есть обладатель, владелец и есть предмет или объект, да, которым владеют. В данном случае у нас есть человек, адями, и есть собака, пуны. Чтобы сказать собака человека, мы говорим адямилен пунуес. То есть идет обратный порядок слов. То есть не собака человека, а сначала идет владелец, обладатель, а потом идет уже объект. И к объекту присоединяем суффикс нужный. Солен пунуес, его собака, да, вот когда у нас личное местоимение, оно факультативно, солен, потому что за счет ес мы знаем, что речь идет о его или ее собаке. Солен используется для подчеркивания, для выделения, усиления принадлежности этого предмета. Угу. Итак, смотрите, мои, мы, нам, веще, что у меня болит. Вот ма – это что, да, вопросительное слово «что». И это вот исключение, здесь просто надо запомнить, что они так, то есть тут не «е», не «ы», а именно «и». Мои, что мое болит. И вот это «мы, нам», оно уже факультативно, потому что мои вещи, что у меня болит, мы за счет вот одной буквы уже знаем, о чем
о ком, у кого спрашивают. Маид тнад вище, что у тебя болит? Маис солен вище, что у него болит? Смотрите, как мы строим ответ. Солен пинис вище, да? У него болит зуб. То есть он, со, к нему мы добавляем суффикс лен, это суффикс родительного падежа. Пинис вище, то есть мы сюда ставим суффикс третьего лица, потому что речь о нем идет. Солен катыз вище, у него живот болит. Солен ерыз вище, у него голова болит. То есть солен мы можем заменить в третьем лице мальчиком, мужчиной. Пиос муртлен, да, у мужчины, или пияш лен, пилен, ерыз вище. У мальчика, мужчины болит голова. У человека болит живот. А дямилен катыз вище, да, у человека болит живот. То есть у нас показателем обладателя будет суффикс len. А дальше мы добавляем уже суффикс. Угу. Давайте посмотрим примеры. Одик гине шундемы, одик анай атаймы, одик удмурт шаермы. Угу. Одно только шундемы наше солнце. Мы суффикс наш. Одик анай атай мы суффикс наш, да, анай атай родители, анай мама, атай папа. Одик удмурт шаер мы. Шаер это край, мы указывает на наш. Кытын шишкот уле песчанаед, сарсаком гаын, агрыз еросынсом, ма соудмуртина велук, бен бигер шаерен. Отынно удмуртьёс уло. Где, говоришь ты, живет твоя бабушка? Пещанай – это бабушка со стороны отца. Буквально перещ анай, старая мама. Со стороны мамы будут родственники через слово чушь. То есть там будет отдельное слово. Для этого со стороны папы будет пещанай, бабушка. Сарсак омгаын, вот суффикс ын, у вас сразу включается лампочка, где это название деревни Сарсак омга. Агрыз еросынсо. Кто бывал в Удмуртии, знает, что прилегающий район Татарстана Агрызский, что там очень много удмуртов живет, и там очень много удмуртов, которые сохранили традиционную религию, потому что во время христианизации удмурты как раз бежали на территории нынешнего Башкортостана, Татарстана, Пермского края, и именно там лучше всего сохранилась традиционная религия удмуртская. Йорос – это район, Йорос-сын, соответственно, это падеж, где со, он, она, ну, то есть этот населенный пункт имеется в виду. Ма, что, чё, ну, как бы такое, да, восклицание. Как так, да, что? Он же, это же не в Удмуртии. Вел ук. Ук – это частица для экспрессии. Же, ведь. Это же не в Удмуртии. Ну, то есть этот населенный пункт же не в Удмуртии, или район этот же не в Удмуртии. Да, он бигер татарский, да, в татарском краю. Шаер – край, ин суффикс у нас иннесива, где. Отын, но удмуртьё суло. Там тоже, отын, помните слово там, но это у нас частица здесь, в значении частицы используется, но даже. Там или но, отын, но там тоже, значение тоже. Там тоже удмурты живут. Уло, глагол улыны. Угу. Смотрим дальше. Кытын ужа атает. Где, да, это слово уже кытын мы с вами брали. Ужаны глагол второго типа. Берем только основу. Работает атает твой папа. Колхозын в колхозе. Нож вынит, а твой младший брат. Угу. Вын – это брат младший. Ид указывает на суффикс, это как раз младший брат, слово неотчуждаемой категории.
Со печина школалын дышецке. Он маленький еще, печи маленький, то есть вы уже можете себе записать два антонима, да, баджим большой и печи маленький. Школаин дышецке учится в школе. На это еще, помните, у нас была эта частица не, уже, на, еще. И добавляем к частицам еще частицу ук, ведь. Угу. Тилят гурты баджима, ваша деревня большая, слово гурт, деревня, гурты, суффикс ты, ваша, да, указывает. Баджима, большая, вопросительная частица, потому что у нас нет вопросительного слова, то есть сравнивайте с предложением «кытын уже атает». У нас здесь есть вопросительное слово «кытын», где здесь у нас нет вопросительного слова. Поэтому для интонации вопроса мы ставим частицу «а» к последнему слову или к слову, которое нас больше всего интересует. И, соответственно, ответ будет вот на то слово, которое с частицей. Печи и КВ. Печи маленький. Ик тут можно даже не переводить. Ну, не маленькое село. ВЛ нет, это мы знаем. Коня корка. Коня это сколько? Сколько домов? Помните, мы про время, когда говорили, вот коня слово использовали. Кыкщу коты. Котыр – это около. Слово котрес, да, круглое, и котыр. Чувствуете, что один и тот же корень. Круглый, около, примерно. Кыкщу – 200, 2 сотни, 2 сотни. Умой. Телят няньды туш ческыт. Ваш хлеб очень вкусный. Ческыт – вкусный. Туш – очень. Нянь, хлеб, ды, ваш указывает. Милям, а наймы, ачис, пыже. Да, то есть здесь тылят и милям, их можно было бы опустить, потому что и за счет суффикса мы видим, что кому, о ком идет речь, кому они относятся, принадлежат. А наймы, наша мама, ачис, сама, пыже, печет от глагола пыжены, выпекать. Эшедлен машина есть, Ваня. У твоего друга есть машина? Опять нет у нас вопросительного слова. Мы ставим частицу к слову Вань, есть ли. И видите, слово эшед, лично притяжательный, может добавляться к обладателю, и он будет стоять, этот суффикс, перед лен, перед падежным суффиксом. То есть эшед лен, машина есть. Раз речь о друге, это третье лицо единственного числа, к предмету, которым он владеет, мы ставим суффикс «ес». То есть у твоего друга есть машина? То есть, видите, суффикс «ет» указывает, что это твой друг, а «лен», что он обладатель. Вань, но со угветлы. Есть, но она не ходит. Да, ветлыны глагол «ходить», ездить, в данном случае про машину речь. Ой, урамын зоре, ты над зонтике Ваня, ой, на улице идет дождь. Ты над, у тебя есть зонтик, да, тоже ты над можно факультативно использовать, можно опустить. Зонтике Ваня, зонтик, ну понятно, зонтик ед твой, у тебя, Ваня, нет вопросительного слова, поэтому используем вопросительную частицу, ставим вопросительную частицу «а». Эвел, Игорь, Глен, Вань. Нет, у Игоря есть. Угу. То есть здесь мы ставим обладателя Игоря. Угу. Так. Давайте посмотрим сначала вот этот слайд. Как строить, соответственно, вопросительное предложение? Мы сейчас уже смотрели примеры. То есть, если нет вопросительного слова, мы ставим частицу «а». Ты над пунеет Ваня, у тебя есть собака? И ответы могут быть положительный и отрицательный. Отрицательный ответ «эвел», если длинным, мы нам пунее эвел. Нет, у меня нет собаки. Если кратко, то можно сказать ты над пунеет Ваня,
был. Все, одним словом, точка. Если положительный, да, ответ, если есть собака, как мы построим? Бен мынам пыне вань. Или тынат пыне дваня, бен вань. Или, да, мы можем вот эти варианты бен бон использовать, ОО, в зависимости от диалекта, к которому относитесь вы или ваши родственники, с которыми вы планируете общаться на удмуртском языке. Если есть вопросительное слово «кинлен пунезвань», у кого есть собака? Мынам, у меня. Эшелен, у моего друга. То есть у тебя есть собака, будет как есть твоя собака. Тынат пунеет вань. Тынат, у тебя твоя собака, твоя есть. Наверное, так. Ну, то есть у нас здесь, смотрите, мынам факультативно используется. Главное, чтобы был суффикс «е». То есть он показывает, что это моя уже. Угу. Вань используется в том случае, если был вопрос, имеется ли у тебя. То есть, например, у меня волосы длинные, мы не будем говорить через «вань». То есть, потому что они, естественно, что они есть. Мы не будем спрашивать, имеется ли у тебя длинные волосы в таком ключе. Но мы это еще будем с вами отрабатывать, смотреть. Ну да, дословно твоя собака, твоя есть. То есть дважды подчеркивается принадлежность. В вопросе тынат пунеядваня, в вопросе тоже тынат можно факультативно использовать. Просто здесь в вопросе мы еще сильнее подчеркиваем, что речь о тебе идет. Если вы опустите слово тынат пунеядваня, это не будет ошибкой, это будет совершенно корректное предложение и понятное вашему собеседнику. Есть собака, у тебя есть собака. То есть вот этот тынат, мына, они здесь для подчеркивания еще раз принадлежности. У тебя собака твоя есть ли? Ну, что-то вроде того, да, ли, потому что это ли. Угу. Но если вы скажете пунедваня, собака твоя есть ли, это тоже будет корректный вопрос. Угу. Давайте посмотрим еще, чтобы совсем испугать вас. Вот смотрите, у нас есть один друг, одна машина. Если этот друг чей-то, да, эшелен машина есть, машина моего друга. Угу. Эшедлен машина есть, машина твоего друга. То есть, видите, здесь у нас лен – это все суффиксы обладателя, а предмет всегда будет здесь yes, потому что друг, он третье лицо. Это не я, это не ты, это не мы, это третье лицо. То есть, смотрите, и к другу добавляются показатели, кому он относится. Эшедлен машина есть, эшезлен машина есть, машина его друга. Олялен эшезлен машина есть, машина друга Оли. Такая многочастная структура. То есть дважды мы указываем обладателя. У Оли есть друг, да, и, соответственно, вот у нас есть одна группа, Олялен эшезлен, то есть Олялен эшез, да, друг Оли. И Олин друг тоже чем-то владеет. Эшезлен машинаез. И вместе получается Олялен эшезлен машинаез. Эшмылен машинаез, машина нашего друга. Суффикс мы указывает, что это наш. Лен на владельца. Эштылен машинаез, машина вашего друга. Эшсылен машинаез, машина их друга. Если, смотрите, много друзей и одна машина, эшьёсылен машиназы, да, здесь суффикс «ы», потому что это множественное число,
И дальше идет суффикс лен обладателя. Эшьосид лен, суффикс ид, потому что было множественное число эшьос, и дальше показатель обладателя машиназы. Да? Здесь везде будет машиназы, потому что их машина, и она одна. Эшьосид лен машиназы. Тоже мой. И смотрите, значит, эшьос мылен машиназы. Мы указывают, что это наши друзья, да, вот эшьос тылен ваших друзей машина, эшьос сылен их друзей машина. Много друзей, много машин. Эшьос сылен машина осы. Машина осы будет во всех формах одинаково, потому что друзей много, соответственно, они воспринимаются как соос. Машина осы. Да, глухой вариант после множественного числа. Эшьосдлен машинаосы, твоих друзей машины. Эшьосзлен машинаосы, их друзей машины. Эшьосмылен машинаосы, наших друзей машины. Эшьостлен машинаосы, ваших друзей машины. Эшьосслен машинаосы, их друзей машины. Угу. Умой. Так, и давайте попробуем сделать упражнение вместе. Смотрите, здесь вам даже не надо знать, ну, разве что вот мылкыт, щулем и бам. То есть здесь даже не столько надо знать значение слов. Смотрите, да, смотрим первое, множественное число или нет. Множественное число. Что здесь у нас? Питраньос, колеса, и кырджаньос, песни. Второе, значит, будет вариант ид, из. Второе, смотрим, являются ли эти слова словами неотчуждаемой категории. Подсказываю вам, да, у вас нет под рукой словаря, и если не знаете значение слов, быж – это хвост, щулем – это сердце, пинь – это зуб, мылкыт – это настроение, бам – это лицо. То есть здесь слова, которые не относятся к неотчуждаемой категории, будут быш, щулем, пинь, мылкыт и бам. Множественное число будет питраньос, чурьос и кырджаньос. То есть 3 слова множественное число и 1, 2, 3, 4, 5 слов неотчуждаемой категории. Вот эти слова будут вариант ид, из. Остальные слова будут с либо е. Угу. Итак, делаем. То есть у нас обладатель будет наделяться суффиксом лен, а то, что к нему относится, будет соответствующий суффикс добавлять в зависимости от того, какое это слово. Неотчуждаемое, множественное число или нет. Давайте делаем. Даю вам 2 минутки, 1,5. Время истекло. Давайте смотрим. Я открою сейчас файл. Угу. Значит, Кузьмален бежит, здесь нам дали решение. Да, это неотчуждаемая категория. Смотрим. Машина. У нас обладатель колес. Видите, да, я пишу. Машинален питраньосыз. Проверяете себя. Итак, машинален. Лен – показатель владельца, обладателя. Из мы указываем на суффикс принадлежности. Крупнее. Сейчас сделаем крупнее. Так лучше видно? Машинален питраньосыз, да, из используем, потому что множественное число было. Машина воспринимается как третье лицо, поэтому из вариант. Дальше. Анай, лен. Тут вы могли написать щулемыс, да, это логично. Но вот это она будет выпадающая. Щулмыс. Будут говорить щулмыс. Здесь у нас анай лен, обладатель мама, лен суффикс,
из, потому что это часть тела, без сердца человек будет иным. Если сердце моей мамы Ана Елен, Шулмыс. Есть слово шулемыс, просто очень часто вот это она выпадает, шулмыс. Можно и так сказать. Ана Елен шулмыс, сердце моей мамы. Или Ана Елен шулемыс. Так тоже правильно. И так, и так. Такая выпадающая гласная. Вал, лошадь, пинь, зуб. Да? Зубы лошади. Вал у нас обладатель. Вален, пинис. Да? Потому что это тоже часть тела. У нас будет суффикс из. Точнее, вот так. И лен к вален добавляем, потому что это обладатель зубов. Гоштет-йос – это письма. Мылкыт – настроение, атмосфера. То есть атмосфера писем. Гоштет-йос-лен мылкы. Гоштет-йос-лен мылкыдзы. Гоштет-йос – их много. Обладатель лен, зы, третье лицо множественного числа, потому что воспринимается как их, да, их атмосфера писем. Страница книги, книга лен, бамыс. Здесь тоже как неотчуждаемое, но тут, наверное, по аналогии уже того, что это лицо. Значит, из у нас суффикс к предмету добавляется, лен к владельцу, книга. Да, и видите, у нас все время переводится на русский обратный порядок. В удмуртском книга лен бамыс по-русски страница книги, атмосфера писем, зубы лошади, сердце мамы и так далее. То есть идет обратный порядок. Кылбур лен чур йоцис. Лен – показатель владельца, из суффикс, да, после множественного числа. Угу. Гожьяшкишьёс – верос. Гожьяшкишьёс – это писатели. Значит, их много, но они обладатели, и поэтому мы суффикс лен ставим. А слово верос будет как третье лицо множественного числа. Веросы, да, рассказ один. Если их будет много, да, вот много писателей, гожьяшкишьёсы, верос йосы. То есть этих тоже много, рассказов много и писателей много. Если писатель один, гожьяшкиш, да, буквально пишущий, это мы с вами на первом уроке смотрели, причастие, гожьяшкиш, он обладатель, гожьяшкишлен, да, его. И если у него много рассказов, верос, йос, да, множественное число рассказы, и дальше добавляем как третье лицо, он же один, третье лицо единственного числа, поэтому верос йосыз. И почему здесь из? То же самое, почему в Петран йосыз, потому что это множественное число. После йос, ос, после суффиксов множественного числа мы используем вариант из. Мои рассказы, мои колеса, мои рассказы, да, верос йосы. Твои рассказы, верос йосид. Его рассказы или ее рассказы, да, верос йосиз. Везде будет ид, из, вариант с потому что после множественного числа и после слов неотчуждаемой категории в единственном числе используется вариант с Мничко Маджан. Майкл Джексон, он один, да, но песен у него много. Джексон, он обладатель, соответственно, лен мы добавляем. Джексон, лен, кыр, джан, йос, сыз. Кыр, джан, йос,
Опять множественное число, и из мы добавляем после множественного числа. Его песни. Угу. Баламона, понятно? Давайте еще парочку предложений сделаем, да, вот всем, наверное, на слуху эта песня. «Мамина помада», да, мама – это Анай, помада – это помада. И, соответственно, тот, кто поет песню, наверное, имеет в виду, что помада моей мамы, поэтому сделайте, пожалуйста, вот из этих двух слов предложение «мамина помада». Да, и сделайте предложение «сапоги старшей сестры». Скорее всего, опять-таки, сестра имеется в виду моя, что логично. Апай и сапек. Видите, сапек тоже это парная история, поэтому в удмуртском языке в единственном числе употребляется сапоги, лыжи, очки, это все, брюки. Это все будет в единственном числе, их нельзя поставить во множественное число, нельзя добавить ос, йос. Ну, точнее, это правильный удмуртский язык, который использует единственное число. Значит, делаем помада моей мамы, мамина помада, сапоги старшей сестры. Апай – это старшая сестра. Делаем. 30 секунд. Угу. Учкичком смотрим. Так. Как у нас получилось? Она е лен, да, моей мамы. Е указывает, что это моя. Лен, что она обладательница помады. Помада ес. Да. Раз мама одна, помада заканчивается на гласную. Угу. Неотчуждаемая. Да, здесь вот она и лен... Е тут такая выпадающая, поэтому она елен помадес. Ну, по сути, в речи это никак не влияет. То есть она елен, вы именно Е так и произносите. Дальше. Сапоги старшей сестры. Апа елен сапегес. Да, то же самое. Угу. Вот. Лен обладатель, Е указывает, что это моя, и сапегес единственное число, поэтому ес. Баламон. Так, надеюсь, что баламон. Итак, смотрим, что я вам даю в качестве домашнего задания. Видите презентацию сейчас, нет? Да, вот. Смотрите. Значит, мы с вами еще будем продолжать работать, потому что это одна из таких базовых тем удмуртского языка. Значит, это мы с вами сделали. Дальше надо будет повторить, вот здесь написать даты словами и проверить себя. Также будет в презентации проверка, то есть, как сказать, 30 марта. То есть здесь уже мы повторяем месяцы, плюс мы повторяем или закрепляем, точнее, порядковые числительные. Дальше, значит, здесь надо будет раскрыть скобки. Тут вы вспомните падежи, куда, где, может быть, откуда. И также раскроете скобки. Тут правильную форму надо будет поставить. Тоже сможете себя проверить, будет в презентации там же ответ. Вот. И, скорее всего, еще пришлю вам предложения на перевод на русский, и тоже их можно будет проверить самостоятельно. Вот, в общем, еще добавлю вам домашки и отвечу вам по вашей домашке, которую вы сделали, прислали мне. Так, еще я что-то вам тут делала домашнее. Сейчас я посмотрю, что-то не то открыла, по-моему. Да, вот, вам еще надо будет повторить отрицательную форму глагола, раскрыть скобки правильно. Дальше вот из Марым Лыща учебника, все, надеюсь, скачали аудио. Вот, надо будет послушать диалоги. Мы их разбирали уже, по сути, сегодня на уроке. То есть вам будет легче, там некоторые только не разбирали. В общем, надо будет послушать, чтобы у вас вы и слышали удмуртскую речь. И вот здесь лично притяжательные суффиксы надо будет добавить. Да.
и пару предложений на перевод добавлю. Вот, я надеюсь, что вы все получаете рассылку. Если кто-то не получает после урока рассылку я обычно, стараюсь вот самое крайнее, это в субботу вечером отправить. Вот, если получается, то отправляю раньше. Вчера сделала общую рассылку, то есть если кто-то пропустил занятия 1, 2, 3, 4, то все материалы выложены, есть видео, презентации, вы можете сделать домашнее задание. Если вы только присоединились и хотите нагнать, то вы это можете совершенно спокойно сделать самостоятельно. Вот, что еще хотела сказать. Спасибо всем, кто Free Donation поддерживает меня, спасибо большое, спасибо, кто делает домашние задания. Вот, я надеюсь, что те, кто не делает, тоже будут делать. Вот, в этот раз домашнее задание будет менее творческое, поэтому я надеюсь, что каждый на свое усмотрение сделает. И на следующем занятии мы продолжим работать с лично притяжательными суффиксами. Вот. И арня улыса через неделю по мешкам. Встретимся через неделю, также в среду в 19:00. Тау баджим, спасибо большое. Тау кылзем выполнено. Джечуэ, утеваштадыс. Берегите себя. Надеюсь, что притяжательные суффиксы немножко хотя бы с вами закрепились, остались в памяти. Джечуэ.